Сегодня я целый день буду работать на огороде. У меня задача... Котяра. Котяра вон. Не знаю, чей кот тут бегает. И у меня задача сегодня этот зелень убрать. Ну как убрать? Я просто буду косить его. Это рожь я посадил осенью. И вон как она выросла. Я думал, с осени посажу. И за зиму он вообще сгниет. А он, оказывается, не гниет. И смотрите, как зелень еще под снегом простояла. Выжила вообще она. И перед тем, как спахать, я этот зелень все-таки буду косить. Я так думаю. Я уже выходил, поработал. Поработал вот тут. Немножко порубил тут вообще. Порубил. Вон, в каком состоянии вот здесь. И рубил я вот этой приспособой. Не знаю, как называется. Такая палка с железякой на конце. Именно предназначен для того, чтобы бороться с сорняками. Вкратце я тоже покажу, как я буду работать этой штучкой. И этим работать, конечно, легче летом, когда земля уже спахана и земля рыхлая, мягкая. А сейчас после зимы, после снега, вот земля очень твердая. И я уже вот сколько тут прорубил, тут, наверное, метров 15 шириной и в длину метров 25 может. Этот участок я уже футболку поменял, вся одежда сырая, мокрая стала. Тяжело вообще работать. И корень вот это, у этой рожи, корень тоже плотный такой. В общем, я подумал и решил все-таки на триммер заведу и буду косить. Ну, немножко, тут где-то полчаса работы, но триммером намного легче. И вот смотрите, эта идея хорошая для охотников. Вон, смотрите, как зелено все. Скажем, если вот с осенью где-то на полях посадить рожь, хорошая приманка будет на гусей. Рожь осенью посадить, там она выйдет где-то сантиметров 5-10, вон опять котяра. Сантиметров 5-10 выйдет и под снегом она пролежит, а с весны, как снег растает, там вот такая зелень, зеленка такая будет на полях. И не надо никаких профилей, гусиных чучел. Это та самая приманка, которая будет притягивать перелетных птиц. Они любят зелень, траву, они вот жрут в основном. И я думаю, для охоты самое то. Смотри, кошка конкурента там учуяла, но он учуял-то есть, это самец. О, деревенский котяра. Так, и вон там строят церковь, вон рядом почти, где я живу. Вижу, как они работают. Там еще часовня, ночь, вон там часовня, там ничего не видно за кустами. Как-нибудь в другой раз тоже поснимаю. И что я еще хотел сказать? Ну, многие думают, что в деревнях живут, там деревенская жизнь сейчас вообще другая. У меня вот здесь выгребная яма, вот тут выгребная яма, она 2 метра глубиной. И сюда, в общем, дома сделан теплый туалет. Также там выходит сливная труба, тоже вода, когда ты моешься, там стираешь, все тоже выходит на улицу. И
в деревнях сейчас условия сделаны такие, как в городе. Теплый туалет, через дом почти в каждом доме теплый туалет уже, и через дом уже многие уже сделали душевую кабинку. Так что в деревнях это не проблема сейчас жить. Выгребную яму вот я делал из таких покрышек. Не знаю, 8 штук, наверное, таких у меня. 9 было, я убрал, вот так спилил здесь, вам, смотрите, пилой. Вон как. И сантиметров 10-12, наверное, оставил, чтобы друг на друга там хорошо сидело. И эта покрышка прослужит где-то минимум 100 лет и больше может. Так что можно делать выгребную яму из таких покрышек. Некоторые делают из цементных труб, там, эти не трубы, а я не знаю, как называют, из цементной коробку такие делают. Выгребную яму, конечно, показывать внутрь не буду. Да. Ну что, будем, наверное, немножко работать. И как вот все это надо скосить, а потом уже на тачке, одноколесная тачка у меня, и буду вывозить навоз на огород. Сейчас уже через неделю где-то будет, погода, в общем, меняется, тепло ждем, будет, наверное, потепление, и надо подготавливаться уже к посадке картошки. Вон, смотрите, какая зеленка у меня, и у соседний огород, там уже вообще зелени вообще нету, ни сорняков пока нету, ничего. А у меня зеленка такая. И имейте в виду, рожь самая такая, мне понравилось, что он выживает, не умирает, не гниет под снегом. И весной можно такое поле, скажем, 100 на 100 посеять этой рожью. И для охоты там будет привлекать гусей. Это 100% вещь. Мне понравилась. Так, ну что еще? Вот такая бочка у меня 200-литровая. Вот я хочу еще из этой бочки печку, буржуйку сделать, сварить. И не знаю, вот по длине сварить или же пополам где-то вот срезать, и 2 печки потом получится. Пока не определился, что и как. Но надо что-то придумать тоже. Первую избушку надо, печку. Не знаю, получится, нет. В принципе, вот если подумать, чуть-чуть, наверное, длинновато, если целиком там. И надо еще здесь плитку это обрезать, и плитка, чтобы была, чтобы чайник, и там котелок, все можно варить там. И слишком большая печка, наверное, будет. Наверное, все-таки лучше пополам срезать и 2 печки сделать. Думаю, хватит. И напополам, если сделать. Напополам здесь тоже обрезать для трубы. И тут, скажем, котелок и чайник, все влезает. Так. Ну что? Я думаю, надо уже начинать. Что потом тянуть? Вон, смотрите, на сегодняшний день это рябина. Вот не может. Тепла не хватает, не знаю. В этом году, наверное, боровой дичи ничего не будет. Вообще погода. Холодно пока у нас. Не может ничего цвести. Вон кто-то ветерок завел. Испытывает. Все, будем работать.
Как вы видели, таким способом можно рубить вот эти сорняки вообще. На данный момент я так работаю с рожью. Еще один момент. Я забыл сказать, ради чего я вообще посадил этот рожь. Уже несколько лет. Урожай картошки уже, все поменялось. Что-то есть подозрение, что земля, вот эта земля, начинает болеть. Болеть нематодой. Вот когда копаешь картошку, там картошку берешь и возле картошки в земле там можно увидеть там коричневые точечки. Это болезнь нематодой. И я слышал, что вот надо посадить рожь или горчицу, чтобы земля немножко отдохнула, или я не знаю, как-то чем-то помогает эта посадка рожи, горчицы и еще. Еще есть такие в земле проволочники. Это такая, как червяки, тоже вот пожирают картошку. Там дырочки делают, неприятно, конечно. Не знаю, что-то поможет или нет. Может, вообще надо огород, чтобы вот посадить рожь, горчицу. И один сезон вообще не надо сажать картошку. Не надо сажать картошку, чтобы земля отдохнула. Но у нас другого варианта нету. Вот приходится каждый год сажать на одном и том же месте. Так, дальше, наверное, я буду... Вот видели, я немножко показал, как можно рубить сорняки. И сейчас еще покажу, как я буду косить эту рожь. Так, вот этот триммер чемпион. Вот попробуем скосить триммером. Получится или нет, посмотрим. Так, тут вообще мало. Вот основное вот здесь у нас. Но все равно подряд, наверное, пойдем скосим. Ну вот, закончили косить. Вот как выглядит сейчас огород. Все скосили. И вместо навоза тоже будет эта трава. Нормально спашем, и все нормально. Все станет на свои места вообще. Остается только перетаскать золото деревни, навоз. На тачке перетаскаю, потом раскидать и спахать этот огород. Вот такое маленькое видео немножко заснял.
очередные будни деревенские. Как всегда, всем спасибо, кто досмотрел очередной фильм. Будут дальше фильмы про сельскую жизнь, про деревню. А на этом все. Всем пока и до новых встреч на природе в Коми.